уйгуры, проживающие в Саудовской Аравии, опасаются репатриации в связи с тем, что китайское посольство отказалось обновить их паспорта. Процедура обновления паспортов для уйгуров была отменена еще 2 года назад. Данный метод Китай использует не только в Саудовской Аравии, но и по всему миру. Главной целью отказа является заставить уйгуров вернуться в оккупированный Восточный Туркестан. Правозащитники заявили, что Китай оказывает давление на уйгуров, побывавших или находившихся в так называемых горячих точках, в том числе и Саудовской Аравии, обвиняя уйгуров и других мусульман Восточного Туркестана в религиозном экстремизме. «25 января в столице Австрии прошел пикет против жестокой политики китайских властей в отношении уйгуров и других тюрков. Кроме уйгуров и местных жителей, в акции, организованной студентами из Албании, приняли участие и граждане Турции. Протестующие осудили Китай за массовые аресты и гонения жителей Восточного Туркестана, из которых более 3 миллионов находятся в исправительных лагерях. Участники акции призвали Пекин прекратить беззаконие и геноцид уйгуров. Китайские власти предупредили, что коронавирус стремительно мутирует. По сообщениям официальной газеты, меры предосторожности подняты на высший уровень. Въезд и выезд в Пекин закрыты. Национальный комитет здравоохранения Китая предупредил, что коронавирус быстро модифицируется, в связи с чем карантин будет продлен по всей стране. Ма Ксяове заявил, что период спячки вируса колеблется от 13 до 14 дней. В свою очередь, Казахстан приостановил работу таможенного поста Хоргоз. Вчера силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ и боевые пули для разгона демонстрантов. Огонь по демонстрантам был открыт после того, как участники акции закидали полицию камнями и коктейлями Молотова. По меньшей мере в Ираке было ранено 14, а в поселке Насирия 17 человек. Демонстранты потребовали отставки коррумпированной власти и прекращения вмешательства Ирана и других стран во внутренние дела Ирака. После захвата Ирака американскими военными в 2003 году и казни Саддама Хусейна, руководство страны состоит из шиитов. Шиитский проповедник Муктада Аль-Садр призвал провести протест у посольства США в Ираке, но позже заявил, что акция была отменена из-за опасения беспорядков. Граждане Израиля впервые получили возможность посещать Саудовскую Аравию. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Израиля Арье Дери, сообщает газета «Хаарц». В воскресенье Министерство внутренних дел Израиля объявило, что министр внутренних дел Арье Дери подписал в среду распоряжение, впервые в истории страны разрешающее израильтянам посещать Саудовскую Аравию.